Маленькая Асия Джимаденова не знает, что такое отцовские объятия. Своего отца она не видела еще ни разу, потому что родилась через 9 дней после того, как Эмиля Джимаденова задержала ФСБ. Пока шел обыск, следователи писали, он постоянно переживал за меня и спрашивал, как ты себя чувствуешь, как ты себя чувствуешь. Ну, я держалась. Отец Асии и 2 мальчиков, Юсуфа и Юнуса, человек с 2 высшими образованиями, экспедитор-инкассатор банка. Он вдруг оказался в наручниках. Его обвинили в том, что он якобы член исламской организации Хизбут Тахрир. Россия объявила ее террористической. Уже год мальчики не общались с отцом. Часто пересматривают фотографии с ним. Здесь мы с папой ездили в Асан. Да, тоже в Асан. А здесь мы с папой делаем лимонад. А здесь они ездили на море. Софие Куку было 5, когда 2 года назад забирали ее отца, правозащитника Эмир Усеина. С пылинки с нее сдувал папа, никогда не повышал голоса. И тут папа плохой, папа в наручниках. Какие-то чужие дяди говорят, что папа совершил преступление. В общем, потом она поняла как-то сама. Я еще помогала там, знаете, вот как ей объяснить. 5 лет ей тогда было. Как объяснить 5-летнему, что происходит? Говорю, вот как в сказке. Всегда добро должно вот, чтобы это добро проявилось, должно быть какое-то зло, понимаешь? И вот, и что у нас папа добро? Я говорю, естественно, добро. Арестованному правозащитнику почти 2 года не давали свиданий с семьей. Несколько месяцев назад родных пустили в СИЗО. Условия содержания отца шокировали детей. Софик у нас такая девочка, ну, редко плачет. А это она у него спросила, когда ты вернешься? Он сказал, ну, наверное, не скоро. И вот она расплакалась. А потом зашел Бекир с братом Эмира Усеина. И через 15 минут открываются двери, и вот брат вот так мне вот на руках вынес Бекира, зеленого. Он потерял там сознание. Потом быстренько привели его в чувство. Я говорю, что случилось? Что? Он говорит, там было очень душно и грустно. Второе свидание дети перенесли уже легче. Расспрашивали отца, где он молится и где спит. Не могли понять, что же такое нары. Коснуться отца дети не смогли. Общались через толстое стекло по телефону. Иногда вот так... Помехи, да. Да, помехи. Он говорил мне, я тебя очень сильно люблю. И еще всем селян передавать. В семьях арестованных братьев Абдулаевых у одного 5, у другого 4 детей. Теймур и Узир – тренеры по тэквондо, чемпионы Украины и Европы. Их задерживали с особой жестокостью. Старший сын Теймура до сих пор помнит, как били отца. Ударили его так лицом, прям об пол его ударили. Кровать так переворачивали сильно, чуть аж не сломались эти кровати. Потом они тут еще учебники мои ковыряли и кидали, одну даже посмотрели и кинули. Потом они туда пошли. Там тоже так все вещи перевернули, аж мы ходить не смогли нигде. Младшие дети в страхе спрашивали, почему пришли эти люди и будут ли те их убивать. Часто просыпаются от кошмаров. Часто бывает такое, что они во сне плачут. Буквально недавно тоже второй сын, 7-летний, перед сном говорит, дай мне номер ФСБ. Я говорю, зачем? Я хочу им позвонить и сказать, чтобы они вернули папу. Детей, чтобы увидели своих отцов, в зал суда не пускают. Психика травмируется. Тоже, знаете, интересный момент. А в 6 утра, когда били нашу дверь, кто-нибудь думал об их психике? Поэтому дети пытаются хотя бы так увидеть своих отцов. Спинами закрываете, детям не даете отцов видеть. Отпустите МДШ! Отпустите МДШ! Семьям, оставшимся без кормильцев, помогает фонд «Безим Балалар», в переводе «Наши дети». С малышами работают психологи. Говорят, что раньше дети часто плакали, теперь больше задают родным вопросы. Говорит, а бывает вот военная полиция, которая преступников ловят? Я говорю, я растерялась. Говорю, ну вообще по идее они для этого и созданы. Мама мне говорит,
мне приснилось, что Мухаммада забрали в тюрьму и посадили в камеру к бабаке. А потом пришли ко мне и говорят: ах, ты проказничал. И, говорит, меня тоже забрали и к бабаке посадили. Соседи арестованных тоже не в состоянии оградить детей от информации о том, что происходит в Крыму. Так что игры у детей уже взрослые. Мальчишки лет 7-10, слышу, они играют в суды. Да? И это было так со стороны интересно на них посмотреть. У них есть свой адвокат Курбединов, у них свой журналист Наумлюк. После судов они брали интервью друг у друга. Мне было очень интересно, кого же они судят. Да? И обратившись к судье, я спросила: скажите, кого вы судите? Судья мне в ответ говорит: мы лишь судим, мы не судим людей верующих, честных, правильных. Мы именно только судим преступников, воров, тех, кто оскорбляет и обзываются. В этом месяце 7 женщин ездили на Херсонщину, чтобы оформить украинские документы детям. На админгранице на 6 часов их задержала ФСБ. Алиме Абдулаева пережила гипертонический криз, но ей 40 минут не вызывали скорую, а потом запретили врачам забрать ее. Одна из женщин смогла тайно включить телефон и сообщить о происходящем активистам. Вот аудиозапись с этого телефона. Все скорые. Автозак быстро приехал. Скорая не может приехать. Успокойся, женщина. Они меня. Они Лежетка. Свою жизнь. На какой-то момент такое было впечатление, что как будто я заканчивается мой срок жизни. Ради допроса 7 женщин на границу привезли грузовик вооруженных силовиков. Их допрашивали, зачем они ездили на материковую Украину, спрашивали о связях с ИГИЛ. Один из следователей запугивал женщин поодиночке. В какой-то момент, когда я не хотела говорить, он мне сказал: ну все, тогда твой конец будет здесь. Я не знала, что он имеет в виду. В смысле, я поняла его, что то есть моя смерть, что ли, будет там. Да? И в ответ я сказала, что конец любого из нас, да, знает только Всевышний, который дал ему начало. Многочасовые допросы, личные досмотры, изъятие информации из телефонов, запугивание – все это в ФСБ назвали опросом. Идет сейчас планомерное давление на солидарность, да, так как они видят, что информационно крымская солидарность подкована и старается донести все незаконные действия со стороны властей до всего мира. Галя Войнушки. Стреляли из автомата. Да. Когда Эмиля Джамаденова задерживали, он попросил сына Юсуфа помогать матери и быть мужественным. Остается за старшего мужчину. Сейчас Юсуфу уже 6, и он начал заниматься борьбой. Быть сильной старается и его мать Лиана. Вспоминает, как на границе во время задержания почувствовала минуту слабости, которую сумела преодолеть. Она, как и другие женщины, не хочет, чтобы ФСБшники видели их слезы. Я стала сидеть одна на стуле, все вот эти ОМОН, они стояли напротив меня с автоматами. Было темно уже на улице, я посмотрела в небо, и в этот момент мне почему-то хотелось расплакаться, да. И уже вот-вот слезы бы покатились бы, да, по щекам, но я удержала, да, можно сказать, я их обратно в себя. Я сказала: еще не пришел момент плакать, да, мы будем плакать, наверное, тогда, когда выйдут наши мужья. Когда они вернутся, я думаю, нам уже можно будет, да, расплакаться. Александра Славина, Антон Наумлюк для Крым Реалии.